Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. В городе Якутске прошли публичные слушания по одному новому сбору. Недавно в столице Якутии состоялись публичные слушания по внесению изменений в нормативный правовой акт Якутской городской думы за номером 169 «Правила землепользования и застройки городского округа город Якутск». Звучало определение организаторов слушаний Департамента градостроительства и архитектуры окружной администрации города Якутска. Но рассматривался вопрос о введении инфраструктурного сбора для застройщиков города Якутска. Вынуждены были ограничить процедуру выдачи разрешения на строительство в тех случаях, где у нас социальная инфраструктура не обеспечена путем реализации проекта. Это не касается крупных проектов КРТ, по которым есть понимание, как эта инфраструктура будет создаваться. Мы предлагаем рассмотреть следующий вариант введения так называемого инфраструктурного сбора, который бы целевым образом пошел на создание социальной инфраструктуры. В рамках приложенных документов и обоснований мы посчитали, какая это может быть величина. Она складывается исходя из площади вводимого жилья. Условно говоря, это нагрузка на каждый отдельный квадратный метр нового жилья, который будет вводиться в рамках точечной застройки. Я напомню, что у нас есть требования по обеспеченности, и не всегда точечная застройка позволяет в чистом виде это требование обеспечить. Поэтому в рамках введения изменений в НПА предлагается реализовать механизм соглашения, по которому застройщик возьмет часть расходов на создание социальной инфраструктуры на себя. В настоящий момент в текущей редакции мы предлагаем, чтобы это была 1/3 от стоимости, необходимой к созданию социальной инфраструктуры. Далее эти средства целевым образом будут через муниципальную программу направляться на создание школ. На сегодняшний день перегруженность, допустим, школьного образования в среднем по городу составляет 1,94 раза, а в отдельных округах, в отдельных элементах планировочной структуры до 2,7 раза. И пытаемся найти все возможные механизмы, как этот снаряд сдвинуть с места. И сегодня у нас в гостях в студии депутат Якутской городской думы Владимир Ю. Но у меня первый же вопрос, насколько он законный? Скажу, что большие сомнения насчет законности данного сбора, потому что есть у нас градостроительный кодекс Российской Федерации, и в статье 51 есть перечень, исчерпывающий и закрытый перечень документов, в котором нет никаких других документов, соглашений или еще каких-то документов по сбору застройщика. То есть, получается, мы уже входим в противоречие федеральным законодательством. В целом, сейчас телезрители могут подумать, что это же хорошо для строительства школ, застройщиков деньги собирать. Предлагается сумма 3000 рублей с 1 квадратного метра застройщик должен будет уплатить при строительстве многоквартирных домов. Он строит не за свои деньги дома. Он берет в банке деньги, кредитные деньги, и банк с удовольствием тоже начислит проценты свои на эти еще плюс 3000 сбора. Соответственно, квартира стоимостью 60 квадратов увеличится на 600 тысяч рублей. На первых 2 заседаниях градостроительной комиссии я категорически был против введения данного сбора, так как надо учитывать, что если даже ввести этот сбор, будет собираться около 600 миллионов рублей в год. Ну, теоретически, будем так говорить, да? 600, это максимум 600 миллионов. Ну, за 600 миллионов не построить. Это как минимум 1,5 миллиарда со всеми расходами. Соответственно, введя этот сбор, мы школу не построим, а то, что цену повысим на жилье, это однозначно. То есть ипотечники, это же наши с нами горожане, простые люди. Это врачи, учителя, айтишники и наши солдаты, которые принимали участие в специальной военной операции СВО. Соответственно, мы обрекаем их на дополнительные расходы.
Инфраструктурный сбор ляжет на плечи дольщиков. Ни на государство, ни банк. Обязательно это будет на плечи дольщиков. И если цена поднимется у одних застройщиков, то вряд ли она остановится у других, которые без инфраструктурного сбора получили разрешение на строительство. И у них наверняка тоже повысятся цены. То есть, ну это же рынок. Это рынок. Ну, страдает дольщик. А в итоге будет страдать обычный человек, да, ипотечник, дольщик. И доступность жилья резко упадет в городе Якутске, правильно? И тут почему-то прокуратура прямо зацепилась, что вот нельзя давать разрешение, ну якобы точечное, да, ну в народе так называют точное строительство. Один застройщик, которому отказали разрешение строительства, который выкупил земельные участки, хотел уже строить, имеет уже проект, и даже как бы окружная администрация выдала градостроительный план, по которому они разрешили строить здесь многоквартирный дом. Они выиграли в арбитражном суде. И суд прямо там в тексте указал, что предписание прокуратуры не имеет никакой силы юридической в данном случае. То есть уже суд подтвердил, что это незаконный отказ в разрешении строительства. А те слова, которые говорят, что вот застройщик со своей маржи должен заплатить, вот эти, ну это никакого основания не имеет, потому что нет законодательных механизмов заставить застройщика платить со своей маржи. Нет законодательных норм. И получается, мы таким образом создали искусственные помехи нашему строительному рынку. И дополнительно еще хотим повысить цены на жилье. Сейчас не очень хорошие у нас времена в экономике страны и в республике в целом. И дополнительно с воздуха придумывать какие-то еще новые барьеры, да, квесты для простых людей, граждан, мне кажется, это преждевременно, ну и в целом противозаконно. У нас в Республике Саха нету закона, который бы устанавливал какие-то ограничительные такие меры или дополнительные какие-то сборы или что-то такое. То есть мы пытаемся своим каким-то нормативно-правовым актом местным внести глобальные изменения. И поэтому я думаю, что этот вопрос, адресуя сразу депутатам Якутской городской думы, не надо опрометчиво голосовать за введение данного сбора, потому что в первую очередь это ударит по простым людям. И вот говорят, что вот мы беспокоимся о праве детей на образование, да, я согласен. Я сам работал в школе и понимаю, что да, обязательно должны строиться школы, но не за счет людей, не за счет простых граждан. Мы платим налоги, 13% НДФЛ, потом всякие различные социальные налоги, да, социальные, и где-то там порядка 42% получается. И вот с этих налогов они должны были нам строить школы, поликлиники и обеспечивать безопасность, а не еще дополнительные вводить сбор. Слава богу, в городе Якутске нет таких детей, которые бы оказались на улице и не смогли попасть в школу. Они все, это управление образования в этом плане хорошо работает, все дети устроены. А вот то, что сразу ухудшится положение молодых семей, которые не смогут купить квартиру, вот это да. И будем говорить, что проблема с переполненными классами это только в центре города Якутска. Например, на окраинах вообще нормально, там до 30 детей. То есть эти вопросы по-другому надо решать. Ну, например, есть пример, одна глава, женщина в Мегано-Кангаласском районе, глава Наслега, привлекла 800 миллионов федеральных денег. Вот прямо поехала в Москву и участвовала в программах федеральных и привлекла 800 миллионов. И она не стала там вводить какие-то сборы, поборы со своего жителей, со своего наследия. И эти деньги были направлены на строительство школы. Мне кажется, не в тех карманах ищут деньги на строительство школ. Надо привлекать федеральные или республиканские деньги. Или какие-то другие решать вопросы.
Да, у нас в Якутске же есть хатасские земли, например. У меня есть конкретное предложение, почему бы людям не разрешить строительство ИЖС. Все-таки, согласитесь, да, купить квартиру в новостройке молодой семьи, это довольно проблематично. Это как от 10 миллионов, наверное. Ну, просто, ну, я думаю, от 10. А построить частный дом можно за меньшие деньги. Ну, если совершенно жить негде, как-то вопрос это можно решить. Но нет, но мы перевели в сельхозназначение земли, вот эти стороны хатасов. Ну, и как будто вынуждаем людей, создаем как будто искусственный дефицит. Ну, люди же должны же жить, молодые семьи, где-то должны же жить. И они будут пытаться купить квартиры, уже подорожавшие. И поэтому надо думать в первую очередь о наших согражданах, в первую очередь, что люди же последние деньги выкладывают практически и обрекают себя в ипотечное рабство. А что вы хатасы предлагаете? В Хатасе надо разрешить людям строить частные дома. Там уже, по идее, стихийно началось там строительство частных домов. Но мы вдруг-то... Я единственный, кстати, голосовал против введения вот этого изменения зоны на сельхозназначение. То есть надо развивать индивидуальное частное строительство. Да, индивидуальное частное строительство обязательно надо развивать. Да, если бы вопрос сразу бы начинался решаться кардинально с строительством школы, да, можно было бы, наверное, но он же вопрос-то не решится. Школы не будут строиться. Ну, 600 миллионов. Она резко потратится на какие-то жестко дорогущие проектно-сметную документацию. Там тоже миллионами прямо цена. И в конечном итоге эти деньги не будут целехенькие лежать до следующего транша 600 миллионов. И она превратится в 1 200 000 000. Но так не будет. То есть появятся вынуждены другие сборы, которые вынужденно будут... Один разрешим, появятся еще другие, да? Я правильно понимаю? Получается, да, там за все можно ввести сбор. На отлов собак. Вот же проблема с собаками же. Давайте введем сбор на отлов собак. Или строительство поликлиник. В том же 203 микрорайоне нет уже поликлиники. Давайте введем сбор и построим поликлинику. Вы как юрист, как депутат Якутской городской думы, вы против данного сбора? Я категорически против данного сбора. По двум моментам. Юридическим и по человеческим. Первое, то, что она не предусмотрена в Градостроительном кодексе. Это противозаконно. Второе, это не по-человечески. В такие трудные времена еще создавать проблемы для простых людей.